Добрый дзень, тут Ганна Соусь, і сёння мой госць, кіраўнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін, з якім мы пагаворым пра міжнародную рэакцыю на сітуацыю ў Беларусі, пра санкцыі і эфектыўнасць уздзеяння на ўлады Беларусі розных захадаў дэмакратычных краінаў. Вітаю. Вітаю. Апошні раз мы гутарылі ўвечары 9 жніўня у дзень галасавання, і тады ты вызначыў мірны пратэст у Беларусі як супрацьстаянне без лідара ў рэжыме арганізаванага хаосу. У пэўным сэнсе такая ганконгская мадэль, якая ў стане раскачаць уладу, вывесці яе з раўнавагі. Яна з раўнавагі ўжо вывезеная, гэта мы бачым. Як цяпер ты вызначаеш тое, што адбываецца ў Беларусі? Теперь, наверное, я бы назвал это реструктуризацией протеста. И это процесс, который, как мы и предсказывали, он самый сложный, потому что структуры, которые к этому процессу подводили ситуацию, они были сориентированы на другое. Они были сориентированы на победу на выборах, и эта победа получилась. Но дальше это ситуация, когда мы находимся в режиме, ну, по сути, войны, то есть это такие военные действия, скажем так, да? И тут уже штаб, который занимался выборами, он не совсем, то есть он совсем не пригоден для работы в таких условиях. И поэтому происходит реструктуризация, она происходит с колес, она происходит достаточно сложно и не без ошибок, естественно. Но протест все равно остается, он остается существовать в том же режиме, в котором существовал. Без лидера. Без лидера, да. И это вчера, кстати, об этом говорилось на программе Hard Talk, где участвовал Наталья Калидас. И как раз они обсуждали эту тему, да, что это, собственно, уникальность ситуации в Беларуси, где существуют горизонтальные связи, где нет вертикали, где нет давления друг на друга сверху, где есть только партнерские отношения. И поэтому этот как бы протест может быть долгим, он может быть очень затяжным, столько, сколько понадобится времени. Унікальнасць гэтага пратэсту яшчэ ў тым, што з'явілася шмат людзей, якія раней не былі актыўныя ў палітыцы і якія, многія спрабуюць сваім спосабам нечым дапамагчы змене ўлады. Адзін з іх рэстаратар, цяпер актыўны крытык Лукашэнкі Вадзім Пракоп'еў, які спачатку быў у Кіеве, цяпер з'ехаў у Вашынгтон, і ў інтэрв'ю «Свабодзе» ён казаў пра тое, што ён спрабуе праз свае нейкія сувязі давесці сітуацыю ў Беларусі. І ты з нагоды гэтага інтэрв'ю крытычна выказаўся ў Фейсбуку, назваўшы гэтыя спробы все ж няслушнымі, што патрэбны ў такіх справах больш прафесійны падыход. Мог бы патлумачыць канкрэтна, што не так з ініцыятывы Вадзіма Пракоп'ева з твайго пункту гледжання? На самом деле у меня нет никакого осуждения, каждый волен как бы действовать так, как он считает нужным, потому что мы друг с другом контракты не подписывали. Да? Но есть сферы, если мы говорим сейчас о некой революционной ситуации, то все равно даже в условиях революционной ситуации есть сферы, в которых в первую очередь важен профессионализм. В первую очередь. И внутри этого профессионализма огромное количество других факторов. То есть, например, если мы говорим о внешней политике, то не получится сейчас просто, то есть до этого заниматься ресторанным бизнесом и, в принципе, быть знакомым с несколькими послами и парой чиновников и думать, что ты чего-то сможешь в этой сфере добиться. Нет, так оно не работает, к сожалению. Может быть, это было бы идеальным, если бы каждый из нас рассказывал о своих бедах европейцам, и они бы принимали, или американцам, они бы принимали решения. Но так не бывает. Это все строится на связях, которые выстраиваются годами, а в отдельных случаях десятилетиями. Потому что вот если мы говорим, допустим, резолюция такая, bipartisan resolution, это как бы двухпартийная резолюция, которая была принята в Сенате, которую принимали сенаторы Дурбин и Рубио. Она была возможна только потому, что в 2011 году с сенатором Дурбиным мы встречались,
много разговаривали, и он поддерживал все санкционные механизмы, касающиеся освобождения политзаключенных в Беларуси. И как только он узнал, что происходит в Беларуси еще до выборов, он уже готов был нам помогать. Да? Это сложные вещи, они никак не увязываются с нашими эмоциями, потому что это, опять-таки повторю, к сожалению, потому что у нас эмоций много, мы могли бы сподвигнуть политиков на многое, но, к сожалению, так это не работает. Это огромное количество структур, огромное количество людей, которые в этом задействованы, которые могут там, принимать решения, когда они вместе проговаривают и приходят к общему знаменателю. А Миколай, мог бы больш дэтальна падрабязна распавесці пра ролю беларускага свабоднага тэатра ў кансультаванні пэўных замежнапалітычных структураў, прыняцці пэўных рашэнняў, ну бо так гучыць тэатр, так? І тут кансультаванне, як гэта спалучаецца? Ну, Ясна, што ваш тэатр як бы, ну, і палітычны ў пэўным сэнсе. Як гэта адбылося, як гэта адбываецца? Но это не, как это сказать, это не совсем, то есть когда говорят о том, что театр занимается, нет, ну, безусловно, театр занимается постановками спектаклей и театральной деятельностью, он точно не занимается политикой в чистом виде. Этим занимаемся мы с Натальей Калидой. Як грамадскія дзеячы і як, ну, Да, палітыкі ў пэўным сэнсе. Да, но Наташа работала там больше 10 лет на американское правительство, начиная с вывода ядерных вооружений и там, заканчивая работой в посольстве США, и имеет награды Госдепартамента там, за личное мужество и так далее. То есть это ее бэкграунд. А мой бэкграунд это работа в журналистике, это политическое консультирование и общение со многими политиками мировыми и представителями там, смежных, скажем так, профессий, там, журналистики, общественных деятелей и так далее. Поэтому, ну, говорить о том, что театр этим занимается, ну, это странно, потому что театр, конечно же, не занимается этим, а это просто наша, как это сказать, ну так получилось. Я не могу сказать, что мы там в восторге от этой работы, что нам это очень нравится. Но когда ты видишь, что в этот момент это делают считанные люди, а нужны усилия там сотни человек, то, конечно, ты пытаешься эту амбразуру закрыть. Да. Конечно, мы там работаем и координируемся с большим количеством людей. Там, вчера, например, были консультации Конгресса США, и совершенно втроем работали одновременно Наташа, Франок Вечерка, Аня Любакова. То есть все включены были в процесс. Но точно так же, как мы постоянно координируем самые большие проекты и самые важные моменты с структурой iSense, которая на сегодняшний день лучшая в мире по аналитике, касающейся того, что происходит в Беларуси. Это признают все международные структуры, и нам очень легко работать вместе, потому что это работа профессиональная. Да? Они прекрасно понимают, что они пишут, что они готовят, для кого. Они в контакте с этими людьми, мы с этими же людьми в контакте, предлагаем те или иные решения, они опираются на эту информацию, и это идет дальше. То есть, ну вот это так, если о нашей работе говорить. Такі шматбаковы працэс. Ёсць амбасадары, так, якія краінаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія валодаюць інфармацыяй, ёсць міжнародныя эксперты, ёсць шэраг, як бы, шэраг спосабаў дзеля таго, каб прыняць рашэнне. В дадзеным выпадку рашэнне пра санкцыі, пра будучыя санкцыі, і гэта самастойнае рашэнне ўласна ўрадаў, міжнародных структураў. От як табе падаецца, чыё слова найбольш важкае ў прыняцці гэтага рашэння, чыё слова апошняе? Сложная тема санкций на самом деле. Сложная по простой причине. То есть она лично для нас она сложная. Объясню почему. Мы сейчас не испытываем никакого интереса к этой теме. Мы запустили этот процесс. Этот процесс пошел. Дальше начинается как бы рутина и волокита, которую делают там страны по отдельности, их парламенты и их правительства. Это реально волокита, поскольку это все история длинная. Это не может демократическая страна
взять и принять решение в 1 минуту о введении санкций. Даже если это просто санкции против 10 человек, которые реально убивали, отдавали приказы убивать людей, фальсифицировать результаты. Но они не могут так быстро. А мы теряем динамику. Санкции хороши тогда, когда они сразу бьют по рукам. Человек произвел какое-то действие неправомерное, и его ударили санкциями по рукам. Тогда это работает на других. Как только этот процесс затягивается, он перестает быть интересным, потому что на самом деле модель любой революционной ситуации, ты должен быстро принимать решения и играть на опережение. Ты не можешь реагировать на неадекватного человека с автоматом. Он должен реагировать на тебя. Ты должен проводить действия, а он должен на это реагировать. Ты должен постоянно предлагать ему усложненный вариант его реакции. И это до сих пор происходило. Но международно, повторю, из-за целого ряда причин, ковида, сезона отпусков и так далее, все это затягивалось, хотя мы просили об этом за 1,5 месяца до выборов. Как только начались аресты, мы начали говорить, или вы включитесь сейчас, или прольется кровь. И, к сожалению, так и получилось. Я могу згадаць, калі дзейнічалі санкцыі, ну, было некалькі выпадкаў, наколькі эфектыўныя. Таксама пытанне, Александр Казулін фактычна быў вызвалены пасля 2 гадоў у выніку санкцый. Калі паглядзець на гісторыю Беларусі, на кожны год рэпрэсій, які быў, і самыя розныя санкцыі, якія ўводзіліся, якія былі эфектыўнымі насамрэч, якія дасягалі вынікаў? Самыми эффективными, ну, конечно, по Александру Козулину, да, это был эффективный момент, но самым эффективным был, конечно, 2011 год, когда мы смогли подготовить буквально за несколько дней весь санкционный список, не только по личностям, но тогда это касалось и отраслевых санкций, сейчас мы этим не занимаемся. И Соединенные Штаты приняли это буквально за 3 недели, Евросоюз принял это чуть больше месяца, это сразу ударило по властям и очень сильно, и они стали освобождать тогда поэтапно, и освободили всех. То есть это было... Да, Вызвалілі людзей, але ўлада засталася моцнай, ўлада не пахіснулася. Но тогда и вопрос не стоял, нам надо было освободить людей, это совершенно другая задача, то есть это разные задачи. И именно поэтому сейчас об отраслевых санкциях речь не идет, именно потому, что есть возможность освободиться от этого 26-летнего ужаса. Но санкции еще нужно понять, что санкции, они не провоцируются самими структурами, которые их принимают. Евросоюз никогда не делал это самостоятельно. Соединенные Штаты никогда не делали это самостоятельно. Это всегда реакция на наши просьбы. То есть белорусы говорят, нам нужно надавить на режим, для этого вы должны принять санкции. Тогда они их принимают. Но не по-другому. Не может Евросоюз инициировать санкции. Может, конечно, в каких-то там отдельных, очень редких случаях. Но в целом это всегда просьбы. Это всегда просьбы помочь этим. Я, например, почему я небольшой любитель вообще этого инструментария, потому что для меня важнее не то, что происходит на международной арене с Беларусью, а то, что происходит внутри Беларуси. И если мы в состоянии решать проблемы внутри, нам не нужно просить об этом мир. Если мы в состоянии разобраться, кто совершил преступление и наказать его самостоятельно, то какой смысл вводить санкции? То есть человек совершил преступление, ответил за него. Зачем нам вовлекать в это весь мир? Мир надо вовлекать, когда мы говорим о диктатуре, когда мы хотим избавиться от иго, которое держит нас 4 века в рабах. Ну і цяпер, гледзячы па рыторыцы Александра Лукашэнкі, якраз такое актыўнае мяшанне захаду можа быць нават і небяспечным, таму што ён пра гэта гаворыць, ён гаворыць пра тое, чаго няма насамрэч, але тым не менш, ну, больш-менш актыўныя дзеянні захаду могуць для яго стаць спосабам проста звярнуцца яшчэ раз да Расіі, яшчэ больш ужыць гвалту, абвінаваціць ва ўсім захад, бо это асноўная схема, якую ён праз свае прапагандысцкія каналы цяпер распаўсюджвае. Что вы думаете? Вот про гэты баланс такі, ну, даволі деликатный.
Да, тут, собственно говоря, внутри твоего вопроса два вопроса. Да. Первый – это о действиях западных стран по давлению. Это одна тема. Вторая тема – это то, что делает Александр Лукашенко. Вот я начну со второго. Мне довелось вот 3 дня назад ознакомиться с результатами социологических исследований по Беларуси. И это не удавалось очень долгий промежуток времени, но сейчас вот я уже как бы нашел подтверждение там своих мыслей цифрами, а какие-то вещи открылись для меня совершенно с другой стороны. И что я увидел? Значит, что на самом деле то, что сегодня происходит в Беларуси на улицах и городов, и вообще в стране, это результат экзистенциального поражения Александра Лукашенко. Это никакие не случаи и не случайности, и не совокупность случайностей. Это экзистенциальное поражение, которое должно было произойти. Состоит оно из 3 факторов, которые сработали кумулятивно и которые, в общем-то, весь процесс как бы кристаллизовали. Да. Первый – это ковид. Ковид, который подтолкнул белорусов осознать, что власть не только не поможет им в борьбе с этим, но и всячески скрывает это. А это значит, что на эту власть надеяться нельзя. Рост недоверия с февраля по апрель удвоился. Просто вот удвоилось количество людей, которые не готовы воспринимать власть. Там, ну, не в 2 раза, ну, 1,9, да, неважно, вдвое практически. Это первый фактор. Второй фактор – это тотальное ухудшение экономической ситуации. И оно не было никак не связано ни с пандемией, ни с чем. Это были провалы Лукашенко в сфере экономики, которые люди почувствовали на себе. Такое было и раньше. Но если раньше белорусы считали, что вот у всех все хорошо, вот ездят же машины, ходят люди в магазины, берут, покупают продукты, а это просто у меня все плохо. Это была мысль белорусов, которая много лет ими овладевала. Да? Экономически у меня плохо, а у остальных хорошо. Значит, это во мне проблема. Но вот в этот период, как раз этого года, с января и вот до нынешнего, это осознание белорусов, что тотально с экономикой все плохо, и нынешняя власть не в состоянии справиться с решением этих задач. Третьим фактором, который наложился на это, были действия ОМОН, убийства, кровь, избиения. Это был третий фактор. Совокупно это ударило по власти так, что теперь, вот это самое важное, Александр Лукашенко, почему я знаю, что он уйдет? Потому что он не в состоянии отыграть ни одну из 3 позиций. Ни по одной позиции нельзя вернуть положительную динамику. Ни по одной. Она может только ухудшаться. Это был интересный разговор, потому что я говорил с руководителем социологической службы. Миколай, я вот якраз хотела перабіць, што за сацыялагічныя даследаванні. Ну, нема у нас незалежнай сацыялогіі ўжо давно, нема магчымасці працаваць у Беларусі. Есть эта служба, и более того, она получила в этом году приз компании Gallup за лучшее поле, за лучший... Ну, можа, раскрыем тады карты? Нет, я не могу сейчас раскрывать, пусть это делает человек, который этим занимается, но вот просто, ну, можете поверить мне на слово все, что это правда. Ну, какие там лишбы есть? Там был очень смешной момент в конце, у нас было не так много времени, к сожалению, у нас такой был блиц-визит, и он в конце спросил, мы знакомы много лет, и он спросил в конце: а ты что, не спросишь про рейтинг? То есть это то, с чего всегда начинался разговор, а какой у него рейтинг. А я почему-то подумал, что я говорю, мне уже не важно, как бы. Я вижу, что происходит. Мне, собственно говоря, уже как бы... Но он все равно назвал этот рейтинг. Это его рейтинг
был 8,6-8,9, то есть в коридоре все равно 8%. Но это было на 15 число. Он еще не бегал с автоматом, он еще не обрежал своего сына в эти карнавальные костюмы. И еще, я думаю, что после этого был еще подвижка вниз. И сегодня мы можем говорить, я думаю, где-то о процентах 5-6. Но это как раз тот устойчивый его ядро, его поддержки, которые было, вот эти люди, которые ездят на митинги за деньги и так далее. Но по факту это на самом деле его катастрофа. И, собственно говоря, конец его карьеры. То есть политической. На сегодняшний день мы говорим только о его политическом трупе и о том, что он, собственно говоря, вот выгребает сейчас только вот цену того, как он готов уйти. И вот тут мы как бы к первой части того вопроса, о котором я говорил, мы приходим. Да, что же действие мирового сообщества? Мы перебрали огромное количество влиятельных мировых политиков, общественных деятелей, кто мог бы с ним вести переговоры. И первая же попытка была обречена на неудачу. Когда с ним решила поговорить Ангела Меркель, он не взял трубку. Более того, перезвонил Владимиру Путину и сказал, чтобы он передал Меркель, то есть вроде как Путин такой почтальон, который должен передать Меркель, чтобы она не лезла не в свои дела. И мы стали анализировать ситуацию при помощи наших друзей, там, и психологов, и врачей даже, и так далее. И нам сказали, что если вы хотите добиться какого-то результата на этом направлении, вам нужно точно выбрать время. Вопрос не в том даже, не сильный вопрос в том, что кто будет делать предложение, да, а вопрос когда. Сейчас Лукашенко находится в реактивном состоянии, это мы видим все, это видит вся страна. Человек в таком немножко неадекватном подъеме, держится на препаратах, и попытка выдать нам за ковид побочные действия препаратов, это было на самом деле очень смешно, потому что это любому специалисту в медицине было очевидно. И получается, что сегодня он не будет говорить ни с кем, вообще ни с кем. И подозреваю, что даже и с Путиным он на эту тему не будет говорить. И вчера он опять отверг какой-то звонок от руководства ЕС, я не помню, кто звонил ему, тоже он отказался говорить. Поэтому нам нужно, если мы говорим о международных как бы, механизмах включения, о переговорной группе, которая готова рассматривать вариант его мирного ухода, то мы должны выбрать тот момент, когда это произойдет. Спад неминуемо произойдет, потому что вы не можете держать человека на препаратах постоянно, у него откажет там печень или почки, может и все вместе. Поэтому когда-то спад этот произойдет. Якого кшталту препарата ты маешь на увазі? Я думаю, что это психотропы, то есть, как говорят врачи, что это психотропные препараты, которыми его сейчас такими большими дозами удерживают. Он всегда уходил в пике после там, выборов на 2 недели, на 3 недели. И все когда, помнишь же, как все искали, а где же он, где же он? Ну, его приводили в чувство, потому что у него наступал сильный спад. Сейчас это происходило по ходу дела, когда он нервно потел, потом вдруг становился бодрым, потом вдруг внезапно опять в странном состоянии опять бодрым. То есть, ну, да, я болезни его не хочу говорить на самом деле, потому что болезнь – это болезнь, да, мне как бы грешно этим пользоваться и так далее. Но вопрос в том, что мы должны понять, когда будет это время. А к этому времени международное сообщество должно подготовить переговорную группу, оснащенную несколькими видами предложений о мирной передаче власти. Я выслушиваю критику уже не первый день и не первую даже неделю о том, что вы предлагаете ему уйти от ответственности, бла-бла-бла, но хочу разъяснить тут свою позицию. Моя месть или месть моих соотечественников ему не стоит жизни ни одного протестующего, ни одного. Если есть возможность засунуть его в самолет и к чертовой матери отправить из Беларуси туда, куда он захочет, пусть он летит. Но больше никто не должен погибнуть. Ты разглядаешь такі варыянт магчымы, што ён можа пагадзіцца на мірныя перамовы.
Он, Не на мирныя перамовы, хутчэй за ўсё, проста на ад'езд, калі сітуацыя стане. да, разговор идет только об отъезде, ни о каких переговорах быть речи не может. Это странно бы выглядело. Человек, который развязал войну против своего народа, вести с ним переговоры, он, по сути, сейчас в режиме террориста. Колькі часу это можа заняць, колькі часу трэба людзям мірна выходзіць на вуліцы, На мой колькі часу взгляд, будуць арышты, вось гэтыя такія кропкавыя. на мой взгляд, это сентябрь у нас еще займет. Это по таким прикидкам. Максимальный срок, который я допускаю, это сентябрь-октябрь. То есть больше он просто не выдержит. Я думаю, что не выдержит его окружение, не выдержат его офицеры, которым нужно постоянно находиться в боевой готовности, а зарплату он им платить, к его сожалению, не сможет долго. Потому что содержать всю эту ораву по всей стране — это нереальная нагрузка, учитывая то, что денег в стране нет. Поэтому я думаю, что это вот вопрос 2 ближайших месяцев. Но, А што б ты мог сказаць людзям, якія штодня, напрыклад, на плошчы Незалежнасці выходзяць, у цэнтр горадні выходзяць, там, ну, на вуліцы практычна ўсіх беларускіх гарадоў, ну, якія кажуць пра тое ў стрымах свабоды, што яны баяцца, але яны выходзяць. Як ім пратрымацца, як ім вот этот страх працягваць пераадольваць? Я могу только вот колено преклонить и сказать, что нам нужно сейчас терпение и сил, и все. Потому что вот те, кто занимается, я понимаю, что кажется, что люди там, которые тоже там за границей чем-то занимаются, это тоже люди, которые не спят, которые бесконечно включены, это сон 3 часа, это с одного эфира на другой, с одних переговоров на другие. Люди тоже вымотаны все, но это же... Ну, як и все журналисты в этой дни. И журналисты я вообще не говорю, это сон с телефоном на груди, потому что может сработать вибрация. Да, это так, но тут надо силы и терпение. И не бросать друг друга, Мы должны только друг в друга верить, потому что мы друг друга не бросим, и мы друг друга не предадим. Только так можно пройти этот период. Он очень страшный, он очень тяжелый, но я всегда рассматриваю худшие решения. Что может произойти худшего? Если вдруг все останавливается, и он начинает, вот он будет мстить. Он будет мстить всем, начиная от диджеев и заканчивая руководителями профсоюзов. И этого допустить, конечно, нельзя, потому что и нужно навязывать свою модель. Потому что, у нас одновременно, вот это тоже парадоксальная история. Одновременно нам нужно думать о том, что будет, когда его не станет. Мы должны уже думать сейчас об этом. Так устроен мир. Да, где-то около головы свистят дубинки, да, гибнут люди, а мы должны думать, что будет дальше. Потому что дальше нам категорически нельзя провалить страну вот в эмоции, в месть, в разборки, да, потому что это для всего плохо. Это плохо для всего. Мы готовы там свои имена поставить под то, чтобы заняться урегулированием вот этого вопроса. Мы работали в Руанде, мы знаем, что это такое. Что такое, когда люди мстят, и что такое, когда люди выходят очень взрослые из такой ситуации. Они добиваются всего. Страна становится реально другой. И вот если касается это нас, то мы готовы заниматься сейчас, то, о чем мы сейчас ведем тоже параллельные переговоры с разными международными общественными деятелями, это о создании комитета Truth and Reconciliation, это как бы приблизительно это правды и даже не знаю, как назвать это, условно говоря, мы должны создать условия в стране, когда люди войдут в мирную жизнь, и отвечать по закону будут те, кто реально виновен в криминальных историях. Но мы не можем погрузить страну в постоянное выяснение, кто прав, кто виноват. Белорусы показали такой пример сейчас всему миру, такой пример своей стойкости, порядочности и чистоплотности в прямом и переносном смысле,
что с кем из журналистов я не говорю, они говорят, мы не верим своим глазам. Мы не верим, что люди, которых только что били, собирают мусор в пакеты, потому что они знают, что это их дом. Вот это невероятная история. И это люди, которые терпели 26 лет. И поэтому нам нужно вот это закрепить, нам нужно показать. Это полезно для всего. Это полезно не только для морального климата в стране, не только для психического здоровья людей, но это даже полезно для инвестиционного климата. Я говорил пару дней назад, давал интервью по внешним долгам Беларуси, по вот инвестиционному климату и так далее. И мы касались этой темы. И инвесторы говорят, да, это если мы видим такую здравую позицию, такое милосердие, такое понимание, то, конечно, это страна, которая достойна и инвестиций, и вложений, и помощи. Дзякуй вялікі, Мікалай. Гостем свабоды быў Мікалай Халезін, кіраўнік беларускага свабоднага тэатра, які разам з жонкай Натальяй Калітой вельмі шмат займаецца тым, каб міжнародная рэакцыя ў дачыненні да сітуацыі ў Беларусі была дзейснай. Дзякуй вялікі, всяго найлепшага.